Assalomu alaykum, hurmatli qaroqchilar, yozuvchilar, xush keldingiz bizning jonli berilishga. Bugun biz boyag'lay Hamis kunlar etegen jonli berilishni etamiz, o'tkazamiz, baribizda jiyilib laqir etamiz neformal kuydagi. Bugun bizning yangi qonog'imiz bor, jahil qonog'imiz. Barda qonaqlarni arasida lab jahil qonaq deb o'ylashamiz. To'g'ri. Va bir daha aytmoqchimiz bizning formatimizni haqidan biz bir soatni ichida laqir etamiz qonaq bilan. Ondan so'ng yarim soatning ichida sizning ixtiyoringiz bor, o'zingizning so'rovlaringizni berishga va laqir etmega. Hali bu soat men kichik prezentatsiyani aytacakman o'rischa. Ondan so'ng biz laqir etacakmiz. Bizning bu formatga ko'ra sizning ixtiyoringiz bor o'rischa yoda umumcha javoblar etmega yoda so'rovlar bermega de, ya'ni o'rischa yoda umumcha. İxtiyoringiz bor, net tilda de so'ylang. Shu segizda men har zaman aytaman, inglizchada so'ylasangizda men tarjima etacakman deb. Qonog'imiz inglizcha so'ylayversa, kim biladi deb aytaman-da. Hali men prezentatsiyani aytayim, ondan so'ng so'ylashakmiz, Alloh buyursa. Najmudinova Ayshat Karamuddinovna, выпускница колледжа в Губкинское профессиональное училище. Она закончила его с отличием, училась там же, в 2011 году выпустилась. Закончила Тюменский государственный университет в 2015 году, специализация государственное и муниципальное управление, а также Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна в 2018 году по направлению организации работы с молодежью. Там было направление у нее правовое обеспечение работы с молодежью. Но вообще у нашей героини в большей степени вся работа связана со взаимодействием с молодежью, выстроением молодежной политики, и карьерный свой трек она начала в этом направлении как раз в городе Губкинском, в Янау, Ямало-Ненецкий автономный округ, где в центре досуга и молодежи в «Современник» она работала как специалист по работе с молодежью в 2012-2016 годах. Параллельно училась, параллельно преподавала элективные курсы в школе в тот же самый период. И в 2016-2019 годах работала в окружном молодежном центре в Салехарде старшим специалистом по работе с молодежью. Далее ее карьерная направленность, да, такая вот ее карьера, она переместилась с севера нашей страны в сторону Москвы, где она возглавила направлением, она стала начальником отдела направления медицинского волонтерства, работала заместителем начальника отдела регионального развития в 2019 и вот до 2021 года. Вот у нее вот такое направление работы было. А сегодня она уже с прошлого года работает в Федеральном агентстве по делам молодежи, структуры Росмолодежь, специально созданная структура для того, чтобы курировать направление, да, там, взаимодействия с нашей молодежью по всей стране. Да, как бы. Даже есть специальная государственная информационная система, через которую они объявляют о том, что они проводят те или иные конкурсы или мероприятия. Все это проводится в таком ключе. Айшат, она непростая девушка, она вошла в топ-89 выдающихся людей, молодых людей Ямало-Ненецкого автономного округа, также в топ-500 лучших волонтеров мира и топ-700 волонтеров Артека. Награждена памятными медалями Владимира Владимировича Путина по разным направлениям, вот, из ключевых, да, историй. Также благодарностью Росмолодежи за добросовестный труд, ответственность при выполнении поставленных задач и работ, и за другие направления работы. Да, там, то есть и от губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Кобылкина была благодарность за проделанную работу по взаимодействию с государственными органами власти, с населением на территории Арктического региона.
А также я вот хотел бы отметить то, что да, мы писали в нашем анонсе, в принципе, то, что Айшат бескорыстно, бескорыстно довольно-таки совершила такой поступок, очень серьезный в своей жизни, можно сказать, это подвиг, и спасла многодетную семью в Дагестане. Мы об этом поговорим чуть попозже. За это она как раз и получила медаль МЧС России за отвагу на пожаре, также медаль за гражданскую инициативу. Айшат, привет. В общем, Привет, привет, Азамат. Но я да. думаю, мне можно отключиться. Почему? Обычно, да, так, в такой момент, когда там что-то рассказывает про тебя, такой думаешь, ты ли это, да? Да. Ойлашырсың, мен ақымнан сөйлеймін, я былай мақтағанна ару болмай деп ойлашасың. Мақтамайманшы, мен былай оқимын, болған затын оқимын. Амма бізге де интереслі бұл нечік болып қалды, сен былай волонтерство деген жаққа нечік шықтың, яшауына, шу кичи заманнан бери болгонму о яда улуу школага бара туруп школадан бите турган заманыңда болдуму нечик ачылып калды оя бул яның ушу волонтерстводон. Сау бол, Азамат. Ну, кичи заманнан келген деп турамын мен. Я сейчас я сейчас немного перейду на русский, потому что некоторые все-таки формулировки легче на русском проговаривать, нежели чем на помыслом, потому что я даже перевода не знаю некоторых еще слов. Я думаю, что надо обновить, знаешь, еще словарь по-русски. Волонтерство, например, добавить, чтобы я часто использовала. Ну, я считаю, что это, знаешь, ну, волонтерами же не рождаются, это факт, но в большей степени это все исходит из семьи. Это такая нормальная практика, генетика даже в какой-то степени, когда в семье учат детей добру. Вот. И у нас как-то в доме это заложено в нашей семье, что если типа нужна помощь, нужно отзываться срочно, причем нет, знаешь, какого-то временного периода, чтобы можно было думать, надо помогать или нет. И в школе вот эта активность стала максимально проявляться, но у меня еще в детстве была тоже такая ответственность, я в какой-то степени там, у меня есть младшие сестры, брала там ответственность, тоже вот все равно так вот чувствовала, это тоже же в добровольчестве ответственность очень важна. И как-то вот эти проявления с младенчества, с юности и так далее проявлялись. Но в школе они начали активно проявляться, когда я начала там в сообщества всякие объединяться. К сожалению, тимуровцев я не застала, ну прям как бы сама не была тимуровцем. Именно в школьный период я имею в виду. Потом мы объединялись как типа, почему-то тимуровцев не застала, но пионерами мы какой-то период были, что тоже интересно. И потом мы уже объединились в такое сообщество неравнодушных людей, которые такими были SWAT-тим в школе, сразу максимально быстро реагировали на любые просьбы учительского состава или же, например, там начальник классов и так далее. Мы быстро все организовывали, проводили, брали инициативу максимально на себя. Ну и когда в 2011 году выдалась возможность изучить это направление деятельности, я это сделала с удовольствием. Я отправилась в Челябинскую область, и приехала девушка-волонтер, которая руководит волонтерским центром в Колумбии. Вот, она приехала, и она прям так интенсивно 7 дней нас обучала социальному волонтерству. Вот тогда я поняла, вау, это же круто, этим нужно вот системно заниматься. Вот, приехала, ну, мы тогда на Ямале жили, приехала, и вот это все стало внедрять. Сейчас, слава богу, для реализации себя в волонтерстве есть огромная возможность, то есть направлений деятельности появилось огромное количество. Любого возраста может человек стать волонтером. То есть
вообще возможностей огромное количество, действительно, как на событийных мероприятиях, типа чемпионата мира, да, там, по футболу, грубо говоря, вот даже Олимпиада сейчас, там есть делегация волонтеров, и когда ты можешь на каком-то долгосрочном проекте работать и пробовать себя в разных ролях. И еще есть такая уникальность у волонтерства, помимо того, что ты делаешь доброе дело, ты еще некий такой социальный лифт на себе испытываешь. У тебя есть разные роли должностные, но они общественные. Понятно, что тебе за это не платят, но ты максимально в теме, и у тебя есть возможность в разных ролях себя, ну, как бы попробовать. Например, ты сегодня исполнитель, а завтра ты, грубо говоря, тим-лидер и руководишь командой волонтеров. А на следующий день ты супервайзер, который, или супервизор, кто по-разному. Вот волонтеры-психолог говорит супервайзер, а обычные волонтеры говорят супервизор, ну, то есть кто как говорит. И ты руководишь не только волонтерами, но и тим-лидерами. Есть менеджеры, которые руководят уже и супервизорами, и тим-лидерами, и волонтерами. То есть там прям такая структура, она настолько, ну, как бы классно, уникальная, я считаю. Очень здорово приводить детей в юном возрасте, чтобы они максимально в это во все входили, вникали и уже росли такими достойными людьми, которые отзывают. Şu hali türlü rollarını alıp bolasan, türlü rol oynamaya bolasan, türlü zalanı etmeye bolasan, men eteyim dep, çıkıp men şulay zatını bacaraman dep etmeye bolasan. Ayşat, bulay sorawım var. Neçik bolup kaldı? Sen köp gumuklar var Temir Kazık yakta, Sevir'de yaşayan. Neçik bolup kaldı? Sizin ahlınız neyir göçken edi Sevir'ge? Neçik bolup kalgan edi olay? Ну, без вообще Хасавюрт район Оғыз. Атам анам Мыцала ұлы, атам Баташ юртлы. Өзім туғанмын Хасавюрттан, но оны яшамам. Вот. И білмеймін, 5 жыл болады маға, біз көшкен Махачкалаға, Анжикалаға. Вот. В 40-й школе я там училась. Мы как-то вот реально как-то стали столичными детьми, стали там жить, и жили мы там долгое время. Потом у меня отец офицер в отставке, и вы как семья декабристов, условно, с ним вместе ездили, и вот его направили, помню, в Казбековский район, село Дылым называется. И вот мы там тоже некоторое время пожили, пока папа там работал. Потом решили все-таки вернуться в Махачкалу, вернулись в Махачкалу, и я уже выпускалась со школы, и у меня брат переехал на север, на Ямал. Вот он приехал и такой говорит: «Мағақайын онна, мен яңызмын». Ne etirdi onlar Sevir'de, ne etirdi? Оқиды, политехнический университетте оқиды Махачкалада. И что-то на заочно он решил перейти и решил подзаработать. Вот. Как-то решил себя просто реализовать. Не так, чтобы он хотел огромных денег заработать, а так он хотел просто себя реализовать. Посмотреть, как это за пределами можно добиться целей. И вот он действительно взялся и уехал. Ему было 18 лет. Вот. Как-то он больше, конечно, в Москву стремился, но тогда были такие сложные времена, периоды, что... Qaysi yıllardır o? Qaysi yıllarda bo'lgan? 2009, 2007, вот 7, 8, 9, перепомнишь, Скинхеварда, Москва, да, и темы нехорошие были, такие для всех переживательные, и родители все-таки говорят: давай не в Москву, давай куда-нибудь, вот где хоть кто-то есть. И там у нас двоюродный брат жил. Он и я на гетеп, еще да, нормально все получилось у него. Он приехал приблизительно через полгода в отпуск. И родителям говорит: мне там одному сложно, все-таки мы как-то семьей объединены, и как бы все равно хочется же с семьей быть. И он говорит: поехали со мной. И мы тогда приняли решение, что следующей, так сказать, партии поедем папа и я. Вот, мы втроем приблизительно там пожили 3-4 месяца, и потом приехала мама и 2 сестренки. И вот так вот мы переехали на Ямал, в Губкинский. Я окончила школу,
и сразу же там, получается, поступила, и вот так вот все как-то наживилось, и мы приблизительно, ну, я лично пожила там 10 лет на Ямале. Мгм, мгм. Булай зат бар, бу ҳар заман мен со'rayman, biz yashaymiz, bu yashashda yashayganna bizim borçlarımız da var. Sotsial quyida yoqdan yoda bizning ahlining oldina bizim borçlarımız var. Xonshlarning oldina borçlarımız var bo'lay. Musulmon dinini olsang, xonshingdan ixtiyor bor. Seni malingga da ixtiyori bor. Bo'lay ulug' odamlar, olimlar biladir. Menni yaxshi biladir ular. Ammo biz ishlaymiz aqcha qozonmoq uchun. Yalnız havayın işlemeyiz yaşamımızda. Ama şu adamlı, insanlı neler var şulay içinde, şulay ne çıktı aytayım, muradı adamlara, cemaatga kömek etmegi. Neler çıkar şulay muradı? Почему у него такая, это стремление есть у человека помогать? Зачем это нужно? Вопрос очень хороший. Он такой философский, знаешь, Азамат. Ну, как тебе сказать? Ну, если даже возвращаясь к волонтерству, да, будем стараться понимать под этим словом в целом добро, да. У добра тоже есть две позиции. Когда ты делаешь добро и когда ты причиняешь добро. Вот, все-таки причинять добро нужно стараться максимально избегать эту позицию, потому что причиняя, мы делаем еще хуже. Вот, а вот действительно делать добрые дела, поступки, это все-таки, наверное, какая-то, не знаю, мне кажется, у людей должен быть какой-то стержень внутри. Знаешь, вот есть характер, да, вот какой-то, вот, например, я упрямая, грубо говоря, да, то и вот добровольчество, это вот должно быть как вот одно из, вот в характере, вот это вот стержень в человеке, вот доброй воли, он должен быть. И просто, видишь, люди в добровольчество, в альтруизм, приходят же не просто так. Есть люди, которые просто вот реально в семье выросли в этой атмосфере, и для них добро – это норма вообще. Вот просто для них они прям живут в этом, и они, когда смотрят новости, у них шок. У некоторых там давление поднимается, инфаркт случается и так далее. То есть они настолько не готовы к этим злым реалиям, да. А есть люди, которые приобрели эти навыки, да, то есть они реально обучились этому, увидели пример и начали развиваться. Вот сейчас как раз-таки вот эта вторая позиция, она намного актуальна. То есть через примеры люди идут в добровольчество. Например, кому-то очень сильно везет, когда у него дома есть этот живой пример. Но в большей степени сейчас молодежь, например, она обучается добровольчеству за пределами дома в рамках каких-либо мероприятий. Почему-то в первую очередь для людей это тусовка. В первую очередь, да, кажется, что это просто тусовка каких-то там молодых людей. На самом деле это не так. Тут, знаешь, есть связь поколений. В добровольчестве есть юные добровольцы, грубо говоря, им от 5 лет. И они там, эта история тоже интересная, хотела бы как пример рассказать. Вот, например, в Ноябрьске есть девочка, Кумуккас Фарида Ваната, и она работает в детском садике. И она вела дошкольный отряд ЗОЖ Kids, называется он, дошкольный отряд волонтеров-медиков. И они, например, ко Дню донора запускают открытки и стихи, вот эти дети рассказывают и поддерживают доноров. Ну, говорят, насколько прям в стихотворной форме, запускают это в интернете, прям как челленджи, и говорят донорам, какие они крутые, что, типа, они делают, реально спасают жизни людей. И дети прям учат это и рассказывают. Ну, то есть настолько у них такой подход интересный. Есть второй момент у них, когда эти дети, например, 5-летние, детей из младшей группы одевают. Вот это тоже проявление доброты, когда они помогают человеку, который не может себе помочь вот сейчас. И вот таким вот образом это все развивается. И мне кажется, все-таки это как-то вот внутри должно быть это. Знаешь, вот я знаю людей, которые не добровольцы вообще.
Ну, то есть для них эта тема закрыта не для обсуждения, а в принципе они вообще не готовы отдавать. Ну, я хочу отметить, что бусурмала, у них это заложено, ну, то есть это генетически уже заложено. У нас есть как бы вот эта традиция отдавать. Еще религия, она к нам пришла, садаха этебиз без. То есть оларыз ачылган олай зала безин. А вот у других такого нет, такое не принято. Но еще есть другая история, когда ты не можешь это делать, например, в больших городах, миллионниках. Если ты живешь в многоквартирном доме, ты не знаешь, кому пятницу дать, например, садаха. Это тоже такая тройка, потому что соседство тоже не сильно развито. Ну, в силу там, конечно, различных обстоятельств, они, естественно, аргументированы. Но я хочу сказать, что когда ты сам такой, все равно хоть кто-то такой тебе подобный появляется. Ну, это здорово. Вот даже во время коронавируса это очень сильно, эта позиция у нас укрепилась. Соседство стало развиваться. Люди стали более там, неравнодушны друг к другу, стали сопереживать. Вот даже, например, вчера я была свидетелем разговора, когда человек, который переболел ковидом, рассказывал другому, что нужно сделать, чтобы симптомов было меньше. Ну, то есть это же тоже информация делиться, это же тоже, ну, классно. Многие же люди и это жалеют, полезную информацию. Ода дұрыс, бұлай зат бар, Айша, дағда білемсің. Мен университетте оқығанда, біз оқыған студенттер білен бірче, бұлай таклиф етіп, септечілігімізне, бұлай ақша жимаға башладық. Bir det dom бар деп, шонна гичияшлер o det domna şolağa kömek eteyik деп. Ama biz ақша bilan süymeydik bermege ona det domga ақчасын, директорға болсын, башқасына. Biz süйгенедік, памперсlerini alıp, zamanı almağa, nizat gerek sizge деп sorağında, olar başladı, bir proyektorlar alığız dedi, televizorlar alığız. Biz olay güçümüz çatmaydı, va süymeydik olay zamanı etmek. Ama biz pamperslerini giydik, bizatlar aldık, şolay opraqlarını geç yaşlığa bardıq, şu детский домға, да. Барғанда, мен білмейдім, онна барағанда шолай yaşlar ekenini olar. O yaşlarını, gitçi yaşlarını, baş ağrılı yaşlar edi olar. Дети с отставаниями и так далее. Қарайсан, олан үсті нас. Ла қарамаға, онша қарап olmay, олар ахаметті етіп olmay. Не успевают они, потому что нас еті үстін. Олар har yaşқа тарық, бұлай барчы, айырча bir адам қарамаға. И онна бек қиын, шо yaşların қиына да турмаға. Я Аллах Тағала шулай yaşlarını да яратқан, біз аңнайбыз оны. Амма психология яқтан бізге өзімізге де қиын бола. Ва адамларға да қиын боладыр, шолай адамлардың қиынына бармаға. Шолай адамлар бар, улы адамлар да бар, баш аурулар білан. Олардың қиынына психология яқтан o da vardır olay момент. Ben болмаймын қиынына бармаға деп айтағанлар да бардыр. Я не могу помочь. А как это? Я к нему приближусь, он неадекватно себя ведет. Не смогу себя удерживать рядом с такими людьми с особенностями. Ояның нечік болады? Да, ты прав, на самом деле. Бар, олай, ну как тебе сказать, таких ситуаций очень много на самом деле. Вот есть направление, Лиза Алерт называется, может, ты слышал по поиску пропавших людей, да? И у них есть проблема такая, что на поиске детей они не всегда находят людей. Извиняюсь, потому что не всегда они находят людей живыми. И психологически очень сложно этот момент пережить. И, естественно, они все время ищут людей мужского пола, потому что они все-таки эмоционально устойчивы. И действительно, это очень сложно. Вот эта часть, когда собираешь деньги и так далее, это больше благотворительность, нежели чем добровольчество, да? Но у нас это все связано. И есть такая история. Мы вот с моей подругой открыли объединение «Равнодушное солнце», поддержку людей с онкобольными. И мы поддерживали человека, женщина, молодая она,
У нее двое детей, ребенку 2 года. Даже, наверное, 2 еще не было, годик, наверное, был ребенку. Мы собрали деньги, отправили ее на лечение в Израиль. Она приехала, ее не стало. И это было так ужасно. Вот я очень долго себя после этой истории не смогла вообще, ну, как сказать, я очень долго в себя приходила. Я через себя это сильно пропускала, потому что мы вообще и ночами не спали, и каждый день мы собирались, придумывали разные фестивали, разные возможности собрать ей средства, потому что там огромная сумма денег была запрошена Израилем. И когда вроде как операция прошла, вроде как бы мы же еще больше надежды, да, на это мы все как бы возложили. И в итоге, получается, она приезжает и нам сообщает, что ее не стало. И это было ужасно. Вот так вот, например, где-то приблизительно 3-4 акции мы провели. Я поняла, что мне так сложно после этого в себя приходить. И я стала чуть-чуть, ну, по-другому, наверное, себя вести к процессу организации мероприятий. И мы с подругой приняли решение, что этим людям и так сложно, кто болеет, да, в принципе, любая болезнь, без разницы, онкологическая, диабет и так далее. Любое заболевание, оно уже оценивается как приговор, да, для человека, кто более-менее что-то в медицине понимает, и, к сожалению, есть доступ к интернету, да, и люди читают, что попало. И, естественно, для людей это некий приговор. И мы с подругой тогда решили, что мы будем наши мероприятия в поддержку онкобольных подавать в более позитивной форме. И назвали наше объединение «Равнодушное солнце», и акции проводили из разряда типа «Подари солнце», там «Люди солнца», «Город солнца». Все у нас было связано с солнцем. На это тоже было объяснение, потому что людям с онкологией запрещено находиться на солнце. Им же запрещено загорать там, и так далее. То есть для них это вред, особенно после химиотерапии. И мы, когда стали немного по-другому процессу сбора средств относиться, нам стало проще. Но когда человек уходит, ну, это, конечно, пережить сложно, априори сложно пережить. Ayşat, siz neger başladınız şu onka avruğanlarını hakkından oylaşmagada şulay bu gurumlarını başçısı bolup şu yolunu tutmaga neger başlagansız? Mençi bilemen, adamlar bilmeydir sizin özünüzü yaşauğuzuny, turuşuğuzunda. Şonu anlattınız. Men göremen mına anağızda тыңнай. Siz de aytыңыз haydi. Да. Мам, привет, я скоро буду. У меня, у мамы онкология, вот, и был такой очень сложный период в нашей жизни. У нее на самом деле врачебная ошибка. Ей неправильно в ХСЮрте прооперировали аппендицит, и после этого ей пришлось пережить 13 еще операций. То есть в итоге она перенесла 14 операций. И ей делали много курсов химиотерапии. Мы лечились в разных регионах нашей страны. Конечно же, как и любой патриот своей страны, родины, особенно моя мама вообще патриот Кумыки, у нее вообще, мне кажется, если бы ей дали право, у нее была бы отдельная автономия в нашей нации, отдельное телевидение и все на свете. И вот настолько вот она очень любит свою родину, и мы все-таки пытались начать все с нашей республики лечить. Потом мы поняли, что это, наоборот, ужесточает нашу ситуацию, нежели чем помогает. Мы выбрались в Москву, начали лечиться в Москве какой-то период. И потом более-менее пошли улучшения. Была онкология 4-й стадии, лимфома. Мы переехали на Ямал. Потом она была под длительным ежедневным присмотром онколога Губкинского, тоже потихонечку стала восстанавливаться. На самом деле мама у меня герой.
Аллах саулық берсін оған, она на самом деле очень сильная духом человека, которая, как вам сказать, готова бороться с этим недугом и доказать, что не всегда болезнь сильнее, чем мы. Вот. И мы вот так вот стали лечиться в разных регионах. И когда она очень сильно болела, я к ней подхожу и говорю: «Мам, не свесен». А она мне говорит: я хочу, чтобы ты занималась добрыми делами и помогала людям, которые в этом нуждаются. И да, вот когда она восстановилась уже и стала чуть более-менее лучше, мы объединились с Галиной Егоровной Чевелевой, это экс-руководитель Центра занятости населения в городе Губкинском. Потом она стала и другом нашей семьи, сейчас тоже ею является. И у нее болел супруг, тоже онкологией. Как сказать, нас общая такая беда связала, и мы вместе начали искать разные пути и выходы из всего этого. И таким образом стали помогать людям. Мы действительно, если говорить прям точечно, более чем 20 людям прям, закрыли прайсы на лечение, да, за пределами. У кого-то было лечение в Сургуте, у кого-то в Тюмени. Но все-таки зависит от того, куда люди обращались. И мы таким образом организовали огромные благотворительные акции. Нас поддерживал и глава города, тогда был Дмитрий Николаевич Кобылкин губернатором, даже он поддерживал. И мы даже мотофестиваль организовывали, хирург принимал в нем участие. То есть мы настолько все это активно делали. Сейчас мы работаем больше удаленно. То есть мы знаем, что кому-то нужна помощь, мы информацию проверяем, это все должно быть достоверно. И уже информационно, то есть помогаем. Сейчас у нас нет возможности, потому что Галина Егоровна живет в Санкт-Петербурге, я живу в Москве, наша команда в Губкинском, и всем собраться, где-то провести какую-то точку, акцию, очень сложно. Поэтому мы так занимаемся. И так родилось это движение неравнодушных людей. Машалла, siz aytdınız, Kabulkin'le komekde etti. Siz nechik o'ylashasiz? Shu volontyor degan zatni, shu движениягыз, shundan qo'shilgan sayalı көмектер bo'ladimi odamlarga? Sizin положениягызга да көмек болду деп ойлашамысыз? Шолай siz, мен айтмаймын уже hali онкологияның хакына, онкологияның тармагын алмаймын. Башка тармакларны аламын. Siz волонтер болуп башка заларны этедигизчи. Амма шода sizге ат казандыңызмы? Ондан ат казанып, авторитет казанып, ondan соң губернаторлыгга ээрлик эчтигизми? Нечик болду да? На самом деле волонтерство дает тоже уникальную возможность общаться с людьми, которые занимают должности, да, при органах власти, встречаться на каких-нибудь общих площадках и напрямую задавать вопросы. С 2018 года волонтеров слышат в нашей стране. И это действительно, я считаю, что это нужно прям галочкой отметить, что это большая польза в целом для нашей страны. Именно благодаря волонтерам многие вопросы были решены, то есть на различных уровнях. И когда 2018 год был объявлен годом добровольца, да, в регионах появилась различная возможность. Например, во многих регионах работают колл-центры, куда можно прям круглосуточно звонить и просить помощи у волонтеров, и они готовы ее оказать. Вот сейчас во время акции «Мы вместе», которая в период коронавирусной инфекции родилась, да, мы ее до сих пор помню, 3 дня мы просто жили в офисе, все это придумывали, и все это запускали на 85 регионов. И вот сейчас работает колл-центр, горячая линия, психологическая помощь населению, бесплатная. Сейчас, например, в Москве обычная
психологическая консультация стоит 5000 рублей. С больницы, ну, как бы нет такой практики в нашей стране, с больницы направлять человека к психологу бесплатно, там, по квоте или что-то такое. А если вы хотите прям супер хорошему психологу попасть, например, с кандидатом психологических наук, там прайс вообще высокий, от 15 тысяч рублей. А всем известно, что после короны у всех есть нарушение нервной системы. Да. И они действительно нуждаются в этой поддержке, помощи. И потом наши волонтеры помогают медикаментами, доставляют их, забирают в больницы, отвозят их больному, который находится на самоизоляции и не может покинуть, и бесконтактным образом ее передает. Это же тоже огромный труд. Потом первую волну это было особо развито, когда наши волонтеры доставляли продукты питания первой необходимости, оставляли заявку, говорили, мне нужен хлеб, там, яйца, молоко, привезите. И волонтеры действительно вот это все возили. И когда волонтеры болели, это вот как раз про то, что волонтерам, да, когда волонтеры болели, к ним было ровно такое же отношение, то есть им помогали тоже. Даже ситуация какая-то происходит, там кто-то заболел или что-то, тоже стараемся так же помогать, как мы помогаем другим людям. То есть нет такого, что если у кого-то, у волонтеров что-то произошло, что мы забыли эту ситуацию. Даже была у нас такая очень, ну, как бы трагическая история. Девочка, 19 лет, из Ульяновской области, вот так вот развозила медикаменты, эти продукты, и, видать, тоже подцепила коронавирус, и она, короче, у нее была начальная стадия онкологии, и она умерла. И вот мы тоже ее семью поддерживали, там, похороны организовали и так далее. Ну, человек была, да, когда как ты, так и тебе. Даже я сама лично с такими моментами сталкивалась. Как бы я считаю, что мы себе подобных притягиваем, и в волонтерстве вот это прям, знаешь, такой открытый факт. И когда руководство страны это поддерживает, это здорово. Понятное дело, что мы, кстати, ведомствам тоже супер помогаем. Например, даже, да, просто возьму пример, потому что это яркий пример. Чемпионат мира по футболу FIFA 2018, который проходил в разных там больших городах в нашей стране. У нас более, сколько там, могу соврать, но пусть будет 5000, там, 10 тысяч волонтеров работали на разных позициях. А представляешь, если бы мы наняли работников, 5000 работников по 100 рублей даже, сколько бы денег потратило государство на это? Мы даже экономим на кадрах. Oda ulu akça deb oylaşaman. Ben bulay zatını soramağın şeyim. Biz hukuklarımız, adatlarımız da var, bir adatlarımız. Tamaşa adatlar da var, zamanına göre adatlar da var, eski bırıngı adatlar da var. Hali biz bulay zat var. Alдағы zamanda meni bu anamın zamanlarında kızlar koymaydı yurttan şaharga barmağa. Vore kızlar barmağız, bir barmağız, vore. O anamın zamanında başka şahara barıp okumağa üniversitette öğrenege barasız. Üniversitette okumağa yaray mı? Moskvaga gibiremen kızını dep. Olayda bar edi adat. Kız kalma atarıp uyde ata ananı alnına. Hali sen ayttın, biz bargan edik dep Çelябинскке bir yerlige barıp, Kaydağı ne yerlige de barıp, onna da bardık, bunna da bardık. Ana kız, ata kız neçik veresizin, neçik bol kaldı olay dep oylaşaman. Это neçik bola olay. Это, конечно, может быть вопрос к маме, но все равно она может тоже комментарий дать свой. Если что, поднять руку, я ей дам слово. Вот, к тебе вопрос. Это хороший вопрос. Мне, кстати, никогда еще такой вопрос не задавали. Интересный. Ну, қоймайғалар хәлді қоймай, азамат без разницы, алда болған хәлді бар олай адамдар. Без кого умилялась, вообще за ворота нельзя выходить, не то что в другой город ехать. В ежовых рукавичках так держат. У меня с родителями, на самом деле, вот таких вот разговоров из разряда «ты никуда не поедешь» никогда не было. Никогда, ни в каком возрасте. Я всегда родителям обосновывала свою поездку и говорила, какая от этого есть польза. Вот. И, ну, как-то у нас с родителями диалог всегда выстроен. Что интересно, я вот умею с родителями общаться, и как бы нужную им информацию всегда доносить.
Какой-то период, когда я переехала на Ямал, прожила там где-то 3-4 года, и вот я поехала в Челябинск, потом я полетела в Болгарию, я там была на международном форуме, фестивале, потом я приехала, я собиралась ехать на Селигер. И у меня брат мне говорит: ты не поедешь. Я такая говорю: а что это? Ну, типа, родители-то отпустили, а он такой говорит: ты не поедешь. Я говорю: почему? Он говорит: непонятно, что ты там делаешь. Ну, как всегда, да, то есть вот это вот семейная бытовая тема. И мне тут звонят из Салехарда. Вот это как-то, знаешь, вот тоже случайности не случайно. Мне звонят из Салехарда, региональный департамент по делам молодежи, и говорят: Айшат, мы хотим вас пригласить в Омск на стажировку в рамках молодежной политики туда-сюда. А я понимаю, что мне в это время надо на Селигер, даты не сходятся. И я говорю: а можно я вам предложу кандидатуру? Они говорят: да. Я говорю: записывайтесь. Нажмудинов Гаджи Карамудин. Я прихожу домой и говорю брату, что он едет в Омск. Но как бы предложение поступило мне, а я его отправила. Он поехал, он побыл, ну, у него длительное, конечно, было. Я обычно 10 дней, 5, 2 дня там, или день, а у него чуть дольше было, он где-то приблизительно 20-30 дней там побыл. Он приехал, и после этого он ни разу не задавал вопрос, куда я езжу, чем я занимаюсь. Потому что, ну, как бы все стало на свои места. Он говорит: там же вообще нет времени дышать. Ты все время должен там работать, все время надо писать проекты, защищать их, презентации делать. Ночами хотим спать, нельзя спать. Обед, говорит, сидим, обедаем, говорит, все блокнотами сидят, говорит, записывают проект. Он говорит: как вообще туда можно ездить? А ты, говорит, еще приезжаешь оттуда вдохновленная. Вот, ну, как бы, вот так я вышла из ситуации. Бұлай университетте оқығанда менде болған еді, бұлай нешікте опыт, волонтерство деп те айтып боламан, ассоциациябыз бар еді, ассоциация студентов ГИМО. Онда заместитель руководителя болдым, ассоциация, председатель ассоциации студентов. Университетті представить еттім, затқа бар, остров Родос, Грецияға бардым. Ondan соң саммит АТЭС деген саммит болды. Дальний Восток, остров Русский, 2013 год. Онда да болдым, зат улы пачаханларда келеді, біздің олар отельлер имек құрған еді, бұлай биналаны. Бізде онда менне швейцар имек болып, формамда бар еді, онда ачедім, оларға ешкен ачедім, yükleydim. Австралиядан келгендер бар еді, даже чаевойларда береді олар, $1-2. Halde сақланады ақша. Шылай бір интереслі зат, о волонтерство деген зат. Неге ойлесе көп адамлар білен таныш боласан. Это бұлай айтқанлай инглиз термин бар, networking деген зат. Түрлі адамлар білен таныш боласан, халі 10 жыл өткен, масал үшін почти 10 жыл бола тұра. И o adamlara da yazıp olsan, salam esine barımı biz birçe onunla var edik, bulay zatlan etedik, hali sen falan yerde işleysen, hali mağa şulay zat tarık deyip o kadar da yazıp da bolasan, o volonterство degen zat şolay deyip oylaşaman. Hali bu bizim çatımızda bir-iki soravlar var. Hali okuymalı, salam aleykum Azamat kardeş ve kızardaşımız Ayşat'a. Birincide ulu barakallah bu kızardaşımızga etegen işlerine. Sarağım temir kazık yakta kumuklar kop var mı? Neçiktir onunla arayaklıları vaktavatsa etegenler kop mu? Yaşayanlar kop mu? Dep saray. Я, кстати, не знала, что север так называется. Инсайт. Копсаволос. По поводу Ямал-Ненецкого автономного округа. Мы когда туда приехали, мама это Бабайр или Губкинский. Очень много там, на самом деле, кумыков, очень много. Но КБУ, Бабайр району и Косяк-то еще очень много, именно представителей много было. Вот Бабайыр точно очень много представителей. Каракент, может быть, какой-то тук?
Ну, скорее всего, да. Вот что-то я забыла. Но в основном бабаюртовцев очень много там. И действительно, Катнауда бар, общаться этіп жиылып, ну, біздің адаларда мероприятияларда этіліп үйріні, байрамға үйрейдік бір-бірімізге, отлайдық. То есть эта вся система там очень хорошо работает. Я жила не только в Губкинском, но и в Салихарде тоже. Но в Губкинском, конечно, город компактный, маленький, и за счет этого он казался очень уютным, и люди все казались тоже очень уютными, добрыми. Салихард, он чуть-чуть больше по территории, но я познакомилась там тоже с кумыками. Я в Салихарде, кстати, сходила на вечер поэтессы Хизриевой. То есть я вот просто захожу в таймпэд, смотрю там, просто листаю и смотрю, ну, кумыкский вечер, поэтесса. Я думаю, что, в Салихарде? И я просто такая подаю заявку, получаю электронный билет и смотрю Национальной библиотеки Ямал-Ненецкого автономного округа. И я реально иду туда. И там реально вечер кумыкской, ну, как бы вечер поэтессы кумыкской, я такая в шоке была. Вот это было мое такое заочное знакомство с Хамисат Хизриевой. И действительно, это, ну, как бы такой тоже теплый отпечаток общения с нашей нацией, да, с нашими людьми. Меня тогда семья поддержала, там, ну, очень здорово было, мне очень понравился вечер. И шло общаться, как бы связь сохраняется, мы по сей день общаемся. Вот даже многие переехали из Ямала. Там же система какая? Там такое ощущение, как будто ты там живешь недолгосрочно. Вот, потому что, ну, там на самом деле невозможно долго жить. Если ты хочешь сохранить свое здоровье, там лучше долго не жить. 9 месяцев зимы. Во-первых, это для гипертоников не всегда идеальный вариант, да. Во-вторых, нехватка кислорода тоже как бы не совсем идеально. Да, витамин D это вообще проблема там общая. У всех там с зубами проблема, кальция не хватает. То есть вот такие есть моменты, и поэтому как бы я думаю, что там нужно жить определенное время. Но там идеально жить с маленькими детьми. Вот что самое я для себя полезное нашла. Там идеально жить с маленькими детьми до 18 лет. Потому что все абсолютно клубы там по месту жительства, подростковые, молодежные, всякие там спортивные и так далее, они действительно в доступе, в изобилии и абсолютно бесплатно. И каждый тренер, учитель, педагог и так далее держится за каждого своего воспитанника. И это очень здорово. Они реально работают на результат, а не на то, чтобы заработать деньги и так далее, потому что нехватка же людей получается, и они действительно над этим работают. И еще там хорошо развита профориентация для детей. То есть ты в школе уже, грубо говоря, в 5 классе знаешь, кем ты хочешь быть, потому что ты ходил уже на практику в то предприятие, где ты хочешь в будущем работать. Но у меня просто такой практики не было, поэтому я в восторге от этого всего. И там в школе учат писать бизнес-проекты, там в школе учат быть бизнесменами. То есть там в школе учат экономике, прям полноценные. То есть это прям нормальная практика, когда к тебе приходит человек на урок, который носитель английского языка, и с тобой общается для того, чтобы там подкрепить практику. И вот таких вот моментов там очень много. И кумыков там достаточно, ну, будем считать, может, утрирую, но на каждый класс по 2 человека точно есть, если про школу говорить. Мен оқығанмын Новый Уренгой деген шаарда, Ямал-Ненецкий автономный округда. Менің классымда аздан 3 кумук адам бар еді. Bir кыз ва 2 улан. Есімде бар. Ноғайда бар еді 2-3 адам. Şolay bizim yaklardan gelgenler de var idi. Adamlar. Hali ben Ayşat biliyor musun sen? Biz yazgan edik da postun içine şulay құтқарушы қызыбыз деп бұл масаланы салған едік. Аңлаймын мен, саға да ялқаулыдыр о. Bir yerге барасаң, онна интервью ала, нечік болды, не болды, низат болды. Онна да айты, я қойғыз деп ойлашасаңдар, ялқтым, шо хабардан да ялқтым. Амма біз оны сорамайлы болмайбыз, бұл сұрауны.
Sen Dağıstan'a barıp, birçe özünü işleygen volontör yaqtan, tarmaqtan işleygenler bilan birçe barıp bir çaralanı ötkere siz onda. Şu zaman vakti bir yerde ot basıp, fırsatlar bolup, bir uy başladı yallamağa, seninle onunla çarptın. Ben bilemen gözlerin içinde linzaların var idi. Olarda irip gözlerine zarar boldu o da. Hali şu istoriyanı sen aytıp bolamsın, ne bol kaldı o vaziyat. Ну, по идее, получится, я просто переведу то, что ты сказал. Ну, кратко можно просто. Но я думаю, что слушатели не против. Ну, да, была ситуация. Ну, я считаю, что я, скорее всего, там должна быть, поэтому вот эта ситуация так и сложилась. Буйргандар, да? Да, Буйрган не избежать же. Ну, мы были на форуме, я вот в Салихарде тогда жила, мы приехали в Махачкалу на форум, и еще форум бітіп, кетмей едік біз. Ертең менімен келген қызны проводить нужно было на автостанцию, а сама я должна была поехать в Муцалоу к бабушке. И я вышла завтракать, то есть время завтрака. Ертең аштарды ашап, соң чыгарбыз парахат эсмелгені, но без вообще сумейдік завтракать, ашап, отырып там что-то делать. Мы хотели собраться, выехать в городе, там позавтракать где-нибудь в кафе, немного по Радовскому бульвару погулять возле Кумыкского театра и уехать. Это наш план был такой. А потом получилось, что при выходе я тут сказала, что я голодная, хочу есть, давайте покушаем все-таки. Я говорю, ну давайте. И я тут начала нам готовить завтрак, и слышу, как будто фейерверк гремит, знаешь, вот такой звук. Анжде болган, Анжде болган. Ага, Анжде болган. И фейерверк гремит такой. Я думаю, так странно, 10 утра, сколько там, 11 утра, что фейерверк пускали. Еще для Махачкалы, думаю, очень странная позиция. Соң есіне может, газ печь ишлемейме, может, там какая-то беда. Сөндірдім печне. Карайман, yok, да, вот выстрелила вот эти фейерверка. Просто я подхожу к двери, открываю и вижу, что у соседей там, как бы, еще так вижу, что вот начинает с травы, и вот так прям, знаешь, как будто в доли секунд все начинает гореть. И у меня такой шок, я говорю, у нас соседи горят. И вылетаю из дома, бегу туда, смотрю, там действительно, это не простой, не детский пожар, что уже масштабно все разворачивается, надо что-то делать, думаю, прибегаю к нам на участок, достаю там шланг, его цепляю об кран, бегу назад, перепрыгиваю через этот забор, начинаю тушить. Ну, я думала, что успеется, как бы, если я вот этот очаг возгорания быстро ликвидирую, что типа все будет замечательно. Но я просто физически не успела, потому что, во-первых, на улице было почти 40 градусов жары, по ощущениям, потому что это было в августе, в начале августа. И второй момент, в этот день был такой морской ветер, и он такими порывами сильными был. И за счет этого я прохлар вообще, ну, спичками ялайды. Я там тушу, смотрю, понимаю, что я когда начинаю вот напор шланга делать, она как будто вылетает из крана, знаешь, вот это вот часто с этим люди сталкиваются. И я прошу эту девушку держать, Галина Егоровна со мной была, я говорю, вы держите, пожалуйста, я буду это. И понимаю, что этого нам не хватает. Короче, вот какая-то вот... Понятно, что сейчас рассказывают, там, меньше сумбура, а там на самом деле такой хаос был, вообще непонятно. Вот это мне сразу не пришло, я вообще не сообразила. Я вот прыгнула раза 2 через этот забор, шлангом пока возилась, пришла, и я тушу, и я такая, еще в это время думаю, когда вот по телеку показывают, всегда так хаос бывает же, люди... И у меня как будто вот это вот прозрение пришло, и я понимаю, что людей нет, хаоса нет. Стоим мы вдвоем, я с этим шлангом вся мокрая, вся туда-сюда бегаю, и она стоит за забором, держит этот кран, и все, и больше никого вообще нет.
И я говорю, люди, где люди? Потом вот выбегая, я забегаю к соседке, говорю, идемте, тут соседи горят, помогайте. А у них ворота были закрыты. Вот, мы начинаем прям туда тарабанить, короче, туда залетаем, начинаем, говорит, вы горите. Оказывается, у них такой продолговатый дом, с этой стороны горело, а они, получается, ну, кто-то спал, видать, кто-то что, и там кто-то с той стороны завтракал. Выходной день был. То есть они даже не понимали, что начался пожар. Спокойно себе дома, грубо говоря, находились. O yoqdan chiqib bo'lmaydi, boshqa aryaqdan, uyni aryog'idan chiqib bo'lmaydi. Bu yoqda Но чыгағанна олар со стороны пожара выходили. Чыгағанна. Ну, то есть, если бы, грубо говоря, зацепило бы прям конкретно дом, да, если бы прям волной пошло бы в сторону там спальни, то вывести оттуда было бы практически сложно. Но, как бы, Аллах яхшы деп айтайчы, что көптей... Yazığı çıqqan. Да, язык чукан. И вот так вот мы, получается, вывели этих людей, как бы скооперировались, люди еще подошли, начали тушить. Но, конечно, люди себя абсолютно иногда неадекватно в такой ситуации ведут. Например, Браката atladı şu yallayan yerге, şunu söndüreменni atladı. Вот больше сил уходило на то, чтобы вот таких людей остепенить. Приходилось еще с ними бороться в это время, их убирать, говорить, не делайте, вы же это. Сон, когда уже получила она этот отравление и ожог получила, қолына и она, şu zamanla toxtadı только, onu çıkardık, şu zamanla toxtadı. Сон, хозяйка дома, она типа сердечного приступа у нее было. Вот. Ну, там, ну, у сыновей, получается, тоже раны были, потому что они пытались живность вывести, у них живность вся сгорела, ну, вот, и, ну, в большей степени, конечно, там в этой истории пострадала я, потому что я не скажу, что я не соблюдала там дистанцию, что там я прям у огня была, такого не было, я на достаточно там нормальной позиции находилась, оттуда тушила, где-то там ведром мы вот это песок бросали, то все, и в какой-то момент там быстро ветер поднялся, и вот ореховое дерево горело там, и оттуда ветка мне прилетела прям в глаза, и все, меня прям, как сказать, помутнение такое вообще у меня было, меня вообще так пошатнуло хорошо, я стою с этим краном, с этим шлангом воды и думаю, что-то я плохо вижу. То есть до меня не сразу дошло, что у меня как бы линзы сплавились в глазах. Это до меня вообще практически вот во время вот этого всего процесса не доходило. Я сразу водой стала поливать лицо, обильно умываться, и все равно, то есть улучшения нет. И я думаю, я же хорошо видела, что вдруг случилось. То есть вот это непонимание у меня тоже было. И я все равно продолжила тушить, то есть вот все, приезжает скорая, МЧС. Еще такая ситуация была, Галина Егоровна звонила в МЧС и в скорую, а они у нас номера ямальские, нам говорите номера дагестанские. То есть мы говорим, какие дагестанские? У нас уже истерика там началась, мы уже их кричали в трубку. Они говорят, скажите местный номер. А мы не можем. У людей спрашиваешь, они не в адеквате, то есть никто не может ответить, потому что у людей задача-то одна — потушить пожар. И как бы мы тогда так измучились вообще, и приехала там МЧС, вот когда они уже приехали, но они действительно тогда и долго ехали, и все такое, и мы тогда, получается, да, я вот 100% тогда уже вышла за территорию, то есть пожара. То есть до этого все время я там находилась, на месте тушила, вот. И скорая подъехала, и скорая начала вот соседку смотреть, ту хозяйку дома, вот, оказывать им первую помощь. И потом какое-то время, когда уже сказали, что практически пожар все потушен, уже какое-то вот это расслабление появилось, и я такая вся грязная, я у соседки спрашиваю, можно я у вас руки помою? Она говорит, да. И я захожу к ней в ванну, начинаю мыть руки и смотрю с зеркала над умывальником, я такая,
посмотрела и не поняла, думаю, у меня такие красные глаза. И так вот прям приблизилась к зеркалу, смотрю, у меня что-то с глаз торчит. У меня такой шок, и я такая подхожу к фельдшеру и говорю, посмотрите, пожалуйста, что это? И тут я вспоминаю, что у меня в глазах были линзы. Я говорю, у меня были линзы. Она говорит, вам надо срочно к офтальмологу, срочно надо в глазную клинику ехать. А тут мне тетя звонит и говорит, что маме сделали укол какой-то там неправильный, и у нее отек Клинкина начался. И я, естественно, в это время бегом везу вот ямальскую гостью, ну, она уезжала на автостанцию, ее оставила там, сама бегом еду в Муцалау, но я уже пока приехала, маме уже сделали капельницу, она уже как бы чуть-чуть спала, она уже более-менее, она лежит. А я такая, а мне везде мерещится запах, что все горит. Да, пахнет одежда, наверное, пахла Да, еще. да. Не, я поменяла одежду, но все равно пахло, безумно пахло. Я даже прям уже не могла, мне везде пахло, куда я ни гляну, к чему бы ни принюхаясь. И я такая, кстати, вот это вот ощущение вот этого запаха гари у меня буквально 2 года назад прошло. И все время мне казалось, что что-то горит. И вот таким вот образом я приезжаю, и мне сказали, что маме получше, ей нужно отоспаться. И я такая думаю, ну, все хорошо тогда. И я маму обняла и говорю, ты как, мама? Она говорит, мне уже получше. Я говорю, ладно, я так устала, мне надо спать. На самом деле, я так устала, как будто я выгружала, там, не знаю, 5 вагонов кирпичей. И я уснула, просыпаюсь утром, все сидят, завтракают. И я так прохожу, вот все за столом сидят, завтракают, и я так прохожу мимо них, иду умыться. И там типа доброе утро, там я болсун, как обычно. Прошла, и они И мама мне что-то задает вопрос. Я так поворачиваюсь, чтобы ответить. Она говорит, а что с твоими глазами? А я говорю, а что с ними? Она мне такая говорит, почему они такие красные? Они такие типа залиты уже почти кровью были, но они прям уже жестко страдали, видать. И вот тогда мы экстренно, тогда меня госпитализировали, сделали операцию в центре высоких технологий, который в Махачкале тоже клиника находится. Вот так вот попытались восстановить зрение. У меня была потеря зрения, недолгая, но была 100% потеря зрения. И правый глаз вообще восстанавливался очень долго, там приблизительно 9-10 месяцев. У меня там была, оказывается, удар же пришел по правую сторону, и у меня от удара вот этой ветки, видать, произошла гематома. А когда сделали операцию, прижгли гематому. И у меня, получается, вот было вот это черное пятно, я видела по краям светло было, а все вот темным пятном облеплено. Ну, сказать, что, как сказать, идеально, сложно, но в Турции мне подобрали очки, линзы же нельзя носить. Мне как бы сделали 2 раза операцию, сказали, что у меня будет, ну, хотя бы там на 90% восстановления. Но этого не случилось, то есть правый глаз, он такой очень как бы сложный для восстановления, а левый глаз, он как бы хорошо видел, все хорошо было, ну, возможно, на работе нагрузка, не знаю что, зрение стало падать. И когда мы маму возили на лечение в Стамбул, и там ее отправили к офтальмологу, потому что после операции у нее зрение стало прям очень сильно падать, и мама вот там сказала врачу, надо и айшат проверить. Вот меня проверили, и вот тогда мне выписали очки, и они говорят, а как вы ходите? Я говорю, интуитивно. Они говорят, нельзя так ходить. На ощупь. А я действительно уже привыкла, видать, жила с этим, уже когда это было в 16-м году. И до прошлого года я без очков ходила на интуицию все-таки. И вот сейчас, получается, с очками мне уже попроще, конечно, я могу цвета, тональность цветов определять, что тоже немаловажно, потому что присутствует небольшой дальтонизм, вот, приобретенный тоже. И как бы сейчас как бы получше. Но есть надежда, вот если говорить там стамбульскими врачами, есть надежда, в принципе, восстановить. Здесь предлагали как бы пересадку. Вот. Как бы такая история, но Аллаха шукур. Аллаха шукур, Аллах да versin sağlık,
Аллахта берсин саулык. Бир кишиден сизге суроо бар. Мага да суроо. Тек мен ойлошом күйдө конакка беребиз бу биздин берилишти суроолорду. Ассаламу алейкум, Азамат. Сагыда конагыңа да суроо. При каких условиях siz hali Dag'istonning ichine kirgan vataningizga qaytar edingiz? Какой вот изворотливый вопрос, как интересно он назвал. Дагыстанның içine кирген ватаныңызга. Биздин ватаныбыз улуу. Биз түрк дүйнөнүн Безграничный ватан. улуу. Москвада турсак да биздин ватаныбыз, Дагыстанда турсак да, Темир Казык Осетияда турсак да, Мычыгыш жакта турсак да биздин ватаныбыз, барды зат ватаныбыз. Амма айтаган ватанын тууган жерин айталар деп ойлошум, Рашид деген адам. Ну, туган Ярменч Хасавюрт, туда, я не знаю, там надо что-то такое предложить, чтобы прям такое, от чего невозможно в принципе отказаться. Но вопрос сложный, вопрос суперсложный, потому что я не задумывалась над этим, потому что у меня какое-то пока что категорическое решение, что пока нет там для меня, будем считать работу. Давайте я прям очень просто скажу, что там нет возможности реализации меня как человека. Вот так, наверное, чуть-чуть завуалировано, но все же я буду близка к цели. Но как любой человек, как любая там кумычка, выходец из Дагыстана ичине ватаныбыздан, было бы здорово получить все те возможности, которые мы получили за пределами у себя на родине. Было бы идеально. Я родителям говорю, было бы идеально, если бы была возможность нам там реализоваться в свое время, и мы бы могли, возможно, делать даже больше и добрых дел, и всего того, что мы делаем за пределами своей республики. Но, к сожалению, сегодня, даже если это будет высокооплачиваемая работа, и даже если это будет из разряда типа глава Дагестана, я бы не согласилась на эту позицию. Не знаю, я пока что не готова, не знаю. Anlaşıldı. Не то чтобы к должности не готова, так что вы сейчас перестанете никакие направления. Но я, не знаю. Но приезжать туда всегда приятно, я всегда это делаю с огромным удовольствием, посещаю всех родственников, обязательно там, аураланна навещать это, вот то, что надо, то, что касается, все это делается. А вот приехать туда, мне кажется, как будто я не смогу себя там дореализовать, вот как-то так. Kim bile gelecekte bulay возможностьлар болса, açılsa, bir zatlar bolup, ya da bir siptekçilikler bolup, seninle oylaşıp, bulay ulu centrlar kurmaya yarar edi, движениялар etmeye yarar edi dep oylaşsam, kim bile olay oylarına açılsa. Никогда не говори никогда. Durus. Dağda mına Temir Kazık Aset aytmay bolmayman, ama zat bizim Temir Kazık kumuklardan, terik boylu kumuklardan bulay yazı var. Asil degen kızdan, o Мычыгыш Республикада yaşay, Грозный шаарынын районуна, Грознийде yaşay. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху, Азамат. Хочу поблагодарить за организацию эфира Сайшат. Видела ее эфир с рабочей страницы. Она нереальная умничка, вдохновляет, восхищает. Алтын каков, Сауболовс. Я не мог не зачитать. Спасибо, Асиль. Спасибо, очень приятно, спасибо. Вот, а здесь Бекмурза Атаев пытается руку поднять. Если он включит микрофон, ему дадим слово как раз вмешаться. Давайте. Можно? Нужно. Ayşat kızardaşımız, Allahu Teala sağlık versin. Sizin anağızga da, özüngüzge de bu üstünlükle yetişken Allahu Teala bergen sizge akıl balıkında. Ya Allah, ör derecelara yetişmeye Allahu Teala nasip versin. Biz görevimiz siz
etip duran işlerini, grantapoполучательлиги, özünüz realtor işlerigizni yürütken her bir maşgullarınızda sizin taksırlamağa вообще biz aytmagaça только maqtav ya Allah şu ör darajalaga yetişmeye dağda üstünlüklerini artıqlagan almağa sizge Allahu Teala sağlık, esenlik ya Allah da yetişmeye şu özünüzün müdürlerigizge. Birinçiley, ikinçiley, neçe kıyılıklar görsegizde şu hali siz aytıp ketken sözlerde siz әрі kıyılıkla düşken adamlara siz şolay kömeklerinde etkensiz, halk da etkensiz de, конечно. И кроме того, что как пострадали, Аллаху Таала хале sizin suye, видите, после всего вот этого долгого вы восстановились. Мне очень приятно в вашем молодом возрасте, чтобы вы только процветали и находили себя в этом. Хотя вы в республике не нашли для себя утешения вашими успехами, я надеюсь, что регионы России, они являются для нас только они достижимыми. Почему? Потому что вы смогли в своей работе, в своих успехах реализовать вас. И хочу сказать еще самое главное, что в этой жизни я очень много от кого слышал, как вы помогали и помогаете. И я думаю, что в этом, наверное, у вас заложено стержень того, что в этой жизни халка быть богобоязненным и благонравным. Это очень важно. Даже мы, когда говорим, без бусурман халк bir-birimizге болма керекпиз. Даже көплерден эшиткенмен. Адвокатами должны быть мусульманин. А биздин ана кызардашыбыз сиз Айшат. Бир дагылар айтмага сөйген затым. Шундан бир дагы биз сизге жолугачакпыз, но хали заэтме эки внугум бар, экеуде в таком трудном положении, у них идет радиокоагуляция. Это получается миома прогрессирующая. Мы думаем, операции у одного уже -6, у другого -4 зрение. И оба мальчики, кызымы яшьләре олар. Мен дедушкасы болам олана. Я надеюсь, что наше обращение будет достигнуто. Мы уже кое-куда обращались, высоких технологий. Но нам сказали более реально, что будет компания Z, глазная это. Вот к этому мы стремимся. Аллаху Таала саулык берсин. Я хотел бы, конечно, чтобы в этой жизни ваши достижения, они всегда доходили до цели. И безгеде, что Аллахны буйругунан yetişer әрі көмеклер боларбыз деп етербіз, Алла айрыча сөйлербіз. Hali sizge yorayman, esenliğinizni, sağlığınızı, ya Allah da uzak ömür şat yaşau. Ya Allah, yaşauğuzda yaxşılıklar tügülse görmeyiz, yaşlarınızın yaxşılıklarını görüp, öz ömürünüzde yaşlanan kuyuna kalmağa Allahu Teala nasip versin. Аминь, ya Allah. Көп сау болыңыз. Так очень трогательно, даже не знаю, что сказать после таких слов. Көп сау болыңыз. Очень приятно, что действительно цените, наблюдаете. Всегда кажется, что все то, что мы делаем, это как будто не видно, но мы делаем это, чтобы это было практически не видно. Спасибо, что оценили и еще проговорили это очень дорого стоит. По поводу внуков, если нужно там мое подключение, возможно, нужно проконсультироваться с стамбульскими врачами, потому что я тоже длительное время лечу свои глаза и уже знаю много из центров и кандидатов различных там наук, которые там и в России меня осмотрели, и в Стамбуле. Если там даже нужно дополнительно какую-то консультацию получить с стамбульскими врачами, которые мне тоже диагноз поставили, которые не могли здесь, например, установить, я с удовольствием готова вам помочь абсолютно безвозмездно, чтобы... А то безумно адамдар была «Қайдай берейін, не тейін?» То есть нет, вот этих вот историй тоже вообще ни в коем случае не нужно. Я с удовольствием консультативные, все те вопросы, в которых я
так или иначе сильна, могу с удовольствием вам помочь, подсказать, направить в нужное направление и связать с нужными людьми, чтобы детям помогли, потому что действительно со зрением намного лучше живется, чем с нарушением зрения, да, Азамат? Без очков же лучше живется. Абсолютно. Поэтому, да, детей нельзя этой радости, ну, как бы, детям, ну, наоборот, нужно дать возможность насладиться вот этими всякими красками и так далее, чтобы они это все видели без очков, без каких-либо дополнительных там средств. Поэтому я все-таки рекомендую еще проконсультироваться за границей, ну, независимыми экспертами и быстрее помочь детям. Так что напишите мне, я тоже есть в этом чате, если что, Азамат еще мои контакты продублирует. Да, это самое. Сейчас есть у нас Микаил, который хотел бы задать вопрос. Наш постоянный слушатель Микаил Агай. Yalnız mikrofonu uzun. Assalamu alaikum. Geç yaxshi bo'lsin. Знакомый голос. Net turadi, nechikdan Ayshat? Anangiz nechikdir? Көп сау болсын, Микаил. Yaxshimiz, Allohga shukr. Мы с утра уже переписывались. Да, без связи не теряем. Мен айтмас деген зат, Зарима акыны айтмас эми анасынын акыны. Meni sosyallerde tavıp özü söyleyip tanış bolganızlar ama hali biz как будто bir близкий adamlar bol kaldık da. Ayşat'a bir sorağım var bu ay. Hali neçeydi git zamanla yaşa aytaçı atağın köp sevimse anağın köp sevimsen dep. Hali men bilemezsin atağız Botaşlı anağız Mutalaoğlu. Yaş zamanınızda Mutalaoğlu'na köp baradınız mı Botaşlı'na köp baradınız mı? Какой вопрос, а? Это провокация. Да. Так отец не смотрит, можно говорить открыто. Не-не-не, я отвечу с удовольствием. На самом деле, блемся, стали барма... Забыла, как село будет. Боташюрта, Муталауда. Юрт, забыла. Все, добрый вечер. Конец рабочего дня. Татли юртка барма, когда там есть дедушка с бабушкой. Все-таки вкус вообще всему наши предки, вообще всем этим ценностям наши предки придают. И когда был жив мой дедушка, мы его Атаси называли, он участник Великой Отечественной войны, и мы ездили до 8 лет, мы очень часто ездили в Баташюрт. Когда мне исполнилось ориентировочно 8 лет, его не стало. И вот это вот все-таки, знаете, тяга туда, она становится меньше. И мы все свое внимание, отца, мать, бабушка с папиной стороны, ее не стало, когда мне было вообще 2 или 3 года. То есть я ее даже не помню. И мы ездили в Муцалау, у нас осталась там одна бабушка. Мы ее все называли Аля, ее не стало в 2020 году. И вот все это время, до 2020 года, многие просто неслись в Муцалау, встретиться с Алей, обязательно провести. Вот Гечия Ма это обязательно, Аляны Гечиюлерны это обязательная традиция была. Поэтому до 8 лет, конечно, в Боташ больше мы ездили. Папа вот все время, каждые выходные. Но у нас еще такая традиция есть, мы не разделяли дедушек с папиной стороны, бабушек, там дедушек с бабушек с папиной, не с маминой стороны, потому что ее лыстно тралар, перенчи папа, она сатасы, потом она сатасы. Так что мои родители, это исключительно хорошие дети своих родителей. Вот, и поэтому они всегда старались уделять внимание. Папа, несмотря на то, что он был там на войне, несмотря на то, что у него такая работа была без выходных, без проходных, всегда находил время, обязательная традиция, что мы с Махачкалы ездили к бабушке, дедушке, оставались там какое-то время, принимали участие в их жизни. То есть
Поэтому большую часть времени мне удалось ездить в Муцалау. Сейчас тоже мы туда ездим, но уже, получается, Гавла чаще, да, ездим. Вот. Но вот это такой теплый период, знаете, это ни с чем не объяснимо. Именно вот этот период, когда ты ездишь к бабушке, дедушке, проводишь с ними время, это даже не знаю, как описать с другим твоим каким-нибудь чувством, которое ты сейчас испытываешь. Так что вопрос хороший очень. Да. Да, это глубокий вопрос. Тут мой тезка поднимает руку, попробуем ему дать слово. Конечно. Азамат, ты можешь вещать. Давай. Ассаламу алейкум. Хотелось бы Айшат Сурама Суетим про медаль, подробности, которые она в Инстаграме туда-сюда крутилась, ролик, как она медаль получила. Мы только что вот как раз эту историю Азамата рассказали. Вот в повторе к этой записи можно будет это увидеть. Она рассказала. Там, наверное, про сам в двух словах, если можно. Да, конечно. Будет. Да, Сауловоз. Сам процесс получения медали, конечно, мы не озвучивали. На самом деле это ходатайство людей, чтобы наградили медалью. Вот. Оказывается, есть такая история, что когда вы видите, что человек совершил подвиг, можно ходатайствовать о его награждении. И должны подписать все очевидцы этой истории. Надо приложить обязательно... Я потом уточняла весь этот процесс. Сказали, что прикрепляли ссылки на средства массовой информации. Нужно предоставить все факты, что это действительно было. Да, чтобы не просто так каждого второго там обозначали какой-либо, да, ведомственной наградой. Вот, я помню, что ходатайство предоставляли вот поддержку в виде там ссылок, СМИ, но видео не было. Я вот до сих пор в шоке, как люди снимают пожар. Как это вообще можно сделать, когда они находят на это время? Вот честное слово, вот я до сих пор не могу у себя в голове это как-то уложить. И потом у меня дополнительно уже запрашивали все документы мои, там удостоверение личности и так далее. И что-то еще они, по-моему, запрашивали. И вот таким вот письмо официальное писали и направляли в МЧС России. И потом уже было принято решение. У меня было 2 этапа награждения, на самом деле. Тоже такая интересная история. У людей одна бывает история, а у меня, получается, в этой истории даже 2. Я была на больничном, вот, и как раз с глазами и так далее, лечением занималась. У меня еще же межпозвоночные грыжи были, и у меня были адские головные боли. Я вообще как бы не могла особо как-то работать. Вообще у меня такой процесс был, такой жесткий и длительное восстановление. И в этот период позвонили и пригласили на награждение в МЧС в Дагестане, в Махачкале. Я отказалась сразу, сказала, что, типа, извините, в силу там своего состояния я не могу в этом принять участие. Они связались с мамой и сказали, что обязательно нужно быть. И тогда полетела на награждение мама. Тогда награждал, то есть у меня от МЧС есть 2 награды на самом деле. От Дагестана МЧС, вот, благодарность. Вот, и 2-й этап был, это было уже ко Дню спасателя. Они приглашали меня, я уже тогда была в состоянии, я полетела, мы тоже с мамой полетели, и вот меня тогда уже награждали медалью за отвагу на пожаре. То есть вот если это конкретно про пожар говорится, то вот как бы сам этап вот такой был. А если говорить про волонтерство, в волонтерстве там немного другая история получения наград. Там все оценивается в большей степени по-человечески. Если ты понимаешь, что действительно этот человек заслуживает, и он действительно сделал очень много, и это оценивают вот твои там менеджеры, которые видели, что ты помогал, и они на основании этого всего как бы формируют этот приказ, который предоставляется потом в администрацию президента, согласовывается с Росмолодежью, и потом уже там подписывается президентом, и как бы выпускается приказ, и как бы потом идет торжественное вручение. То есть вот эти ведомственные награды, конечно, они сложный у них этап получения, выдачи и так далее. А простые благодарственные письма, конечно, там можно
в любом формате, в любом виде, в любом месте их вручать и так далее. Даже у ведомственных наград есть процесс вручения, то есть что он должен быть обязательно протокольный и обязательно в торжественной обстановке. Как бы вот такая вот история. Баракалла, мы еще, если есть у нас еще от каких-нибудь гостей вопрос, Азамат, конечно, тянет. Давайте попробуем еще раз Азамата послушать. Азамат? Хотелось бы еще раз задать такой вопрос. Если кумыкские знаменитости, допустим, книги будут выпускать, как и ветеранов войны, да, вот если современные книги будут выпускать, могли бы вас внести в список, Айшат? Для молодежи, для нашей нынешней молодежи. Спасибо. Спасибо. То есть я так понимаю, что меня могли бы туда... Айшат, можешь включить, пожалуйста, видео свое? Отключилось что-то оно. Так. Да. Да, видно меня? Да. Ага, да. Какой-то сбой произошел. Да. Я правильно поняла, да, что типа в какую книгу я бы могла быть внесена, правильно? В кумыкскую именно, да? Я так понимаю, что можно ли вообще внести? Разрешаешь ли ты вообще внести себя в книгу? Вот так, наверное. В принципе, я так понял. Как бы я не протестую по этому поводу, все-таки просто важно понять, какой смысловой нагрузки книги. А так, если она, конечно, ценная и действительно полезная, почему бы нет? Я знаю, что меня внесли, вот мне недавно отправили скрин, что в книгу «Известные кумыки» какую-то там строчку я там, говорят, заняла. Тоже очень приятно, что действительно моей маленькой личности уделили время, внимание и это все прописали. И подвиги обычных людей. Вот есть книга, выпущенная мордовской организацией, «Подвиги» называется. Вот. И вот там прям есть такой раздел, где тоже прописано. Так что вот и вроде как уже такой опыт и имеется, но и как бы я вроде и не против, но тут уже смотря как авторы изъявят желание. Ну, в общем, самую известную книгу про известных кумыков Измулы Аджиева ты, значит, попала уже. Да, и это да. Уже... Я надеюсь, что это список Forbes кумыкский. Это наш список. Но не по деньгам. Но не по деньгам. Да. Вот. Я могу, наверное, сейчас, если есть какой-то вопрос, дать последнее слово, да, там вопрос задать. Если нет, то мы наверняка завершим наш сегодняшний эфир. Но знаешь, я бы просто перед тем, как дать тебе слово, да, для того, чтобы ты дала напутственные слова, я хотел бы выразить признательность твоему отцу и матери, которые сейчас слушают этот эфир. Зарема Бажу, Баракалла Сизге, va eringizga shulay yaxshi tarbiya berib o'stirganingizga ba'zi yoshlarimizni yalnız Ayshadni aytmaymiz, boshqalarni da bilamiz. Nechog'ida din bilan yo'q yoshlarimiz, nechog'ida adatlarni, edebni bile barda zatni barakalla sizga sizin bulay nechikda Avruumsağızda her zaman siz qasd etesiz bizim milletke yaxşılık bolsun deb. Şu hali сообществоны hakkından aytmadık, public hakkından aytmadık, Kumyk Mira deb. Ayşatniki bar degenlege anlatayım. Kumyks World degen sayfası var. Instagram'da da, Facebook'ta da, VKontakte'de de var. Şulay yürüte kızardaşı bilan birçe bulay страницаны yürüte біздің құмықларының хақынан яза, барда башқа патшалықлардан біз білмеген құмықларының хақынан yazылған онда қилы затлар. Осыял бізге де пайдалы проект деп ойлашаман мен. Баракалла сізге шулай сіз үйреткеніңізге, яшьларыгызга ватанны сүймеге, tilinde üretkensiz çağda tartınamsa da Ayşat halbusa söylemiyor. Menne tartınaman, menne onca bek bilmemin. Ama Ayşat'ta da gast ete söylemege.
касты жазмага, ода бек улуу зат, неге төгілесе касты болса адамны камиллештиремби деп айтамы умукча, совершенствуется навык. Баракалла сизге, сиз боламысагыз дагы, бизге де бир-эки сөздү айтсагыз, биз шат боларбыз. Мен билмеймин положениясын халinde боламы söylемeye, болмаймы Айшат? 2-3 gün keyifsiz de biraz. Не знаю сейчас. Erten gitken kuytama halde işte mi? Мамки на связи. Если что, можно нажать на кнопку «Включить микрофон», Зарем Важу. Если положение бармса, возможность состояния разговора, эки сөз айтыңыз напутствие. Gününüz yaxşı olsun, geçiyiz gününüz yaxşı olsun. Слышите меня, да? Да, мам, слышим. Азамат, Allah razı olsun. Şulay Ahmet Bereye'nin bizim Gumuk halka hersine zamanla bir göremen. Kepsiz olmasam interes etemen, qarayman osukta. Көп sağ ol Azamat. Бар бол. Ya Allah sağlık versin, Allah-u Teala. Barınızga da. Ve Ayşat'ны hakkından biraz aytayım. Bir-birde kuleybiz. Ben oğar aytıp bolamın. Allah razı olsun sen tapkan anaga dep aytaman. Kangancha kuley o zamanla o. Мама, ты себя не забываешь этот момент деп айтам ага. Тек ne çağı etse de razı болмайман. Bir-birde Azamat'da da көп etkeni süyemen halkıma kuluğunu. Bir-birde vazmışatsa da etmeyi de kalmay. Hatırı kalagan ezikleri de bolmay da kalmay. Tek men aytaman Qarama bir zatқа da вперед болаған көмейіңе еттіп айтаман. Бек сүйемен өзімі халқыма құлық еткені. Бек сүйемен. Ну, как бы, я, наверное, может быть, меня считают нацистом, да, многие, но это не, это, как бы сказать, просто очень сильно люблю свой народ. Özüm milletimi süyemen, özümü üyüm içinde kumukça söyleyeni süyemen. Moskvada yaşasak da, Amerika'da yaşasan da ne başka, özünü tilini bilme tarıksan gaydi yaşayayım sana. Özünü ocağına ana tilini söylemeye tarıksan. Şu aytma söyleyen zatım, özünü her kimni aramızda adamlarını bir assamada barmısa, orus'ta aytkalan jılkası, kömek etmeye bajaramsa, milletini etkenini süyedik. Bek süyedim, ayrı göremen. Son o public ne de kumu kimira Ayşat yürütegen alda ozukta zamanla bir komik etedim. Haliçi onda hayımla bolmay kala tek şolanı yürütegenge de barıda kumu gruppalaga raziliğimi berme süyemen. Qarayman köbüsü. Ну, это очень приятно, что наша молодежь Иракта yaşasa da özünü milletini hayinna kenni. Men bek razымен şolar. Дағы da bir zat aytma süyedim şu ожогны haqından az, ну, кратце скажу, что кому она помогла, хоншыларыбыз болады, олар біздің подача, халида яшай олар онна. Вроде неплохие люди, но когда медально подписи, когда собирали у соседей, все соседи вышли, ну, меня тогда не было, я, как всегда, в больнице на химиотерапии была. Именно что семья подпись салман. Понимаешь, Азамат, в чем дело? Именно вот эта семья, которым она спасла, считая жизнь, уже спальнясын терезелери яллап тұра болған, да? 9 месяцев она не видела, а все тамға ташқа ұрынып береді. Тамла yürüyені не видела, она прямо идет или как идет, ұрынып yürüйді. У нее везде барды еріні синяки были. Вот она настолько не видела. Айтма сүйегенім, вот именно эта семья салмады, шолар, эргатын салмады подпись. Я после этого тоже с ними вижусь. По соседству они живут. Я всегда с ними здороваюсь. Хоншыларыбыз мага айтты, да, бір Даргинкаға атын, ты почему с ними здороваешься, они не заслуживают? Я говорю, мен дедушкам айтады, яманға яқшы бол дейді.
Саға яман саға таш білан ұрсан, сен аш білан ұр дейді, аш бер дейді. Айшат айтқанна, мама, представляешь, вот еще Мусаны семьясы салмаған подпись деді. Мен айттым, оғар Аллах олаға сынауы бізге сынама берген, а олаға дальше кто знает. Возможно, их тоже Аллаху Таала столкнется с такой проблемой. Мы же не знаем. Но в любом случае я знаю, что моя дочь правильно поступила. И я благодарна тому, что она спасла, онча аламат адамна жизнь спасла. Они же не знали. Они не знали, Булар, вход у них во двор с одной стороны был, а горело с той стороны. Хоздвор горел. Они не знали о том, что горят. Они бы сами тоже не смогли выйти. Барды олежейді олар. Но еще да, Аллахна алдына ярық, что мені қызымы беті. И, как говорится, сожалений никаких не должно было быть. Абсолютно. Ну, я думаю, что нормальный юрейіне біраз адамлығы, жежігі бар адам, любой адамны етерді, що Айшат еткенза андып ойлашаман. Шолай Азамат, сізге барығызға да саулық, татулық, бірлік, что айтаған заны, бір ұмық айтағаны, самое главное, чтобы слышали. Слышали, о чем говорит человек и что хочет он донести. А сон тынч бола оны чечмеге. Көп сау болыңыз, Алла разы болсын. Кечеңіз күніңіз жақсы болсын. Мами салам от меня. Алейкум ассалам айтайым сразу. Баракалла сізге де. Халі Айшат, сағада кичирек төлеуіңіз бар. Сені йорауларың бар мұса? Біздің құмық милletке яда қарай адамла халі яңыз жаңы беріліште адамlar бар қарайған. Оны айыры алса салғанына, яда біздің каналға салғанына қарайғанлар бола жоқ. Шолай біздің адамларға не деп айта жағы сен? Яраулар бере жағы сен, я алғышлар. Курсовал Азамат. Такого душевного, наверное, и комфортного прямого эфира у меня давненько не было. Обычно везде, на всех эфирах нужно максимально отвечать на суперсложные вопросы и всегда задумываться и все время следить за тем, чтобы правильно подать информацию, чтобы оно против тебя потом не обернулось. А тут я максимально вообще чувствовала себя комфортно, как мы говорим, да, лайтово все прошло. Да. Тем самым мне было очень уютно. За это я хочу поблагодарить тебя, за такую дружескую, уютную атмосферу. Спасибо. Поблагодарить слушателей, которые уделили нам самое ценное, что есть в этой жизни. Это время, одно из ценностей, да, главных. Спасибо большое, что вот эти 1,5 часа, которые так быстро пролетели, они благодаря вашим интересным вопросам тоже так же пролетели. Спасибо. Вообще хочу поблагодарить, что вы поддерживаете все то начинание, которое синициировал Азамат. Очень полезная история. Я когда захожу в Телеграм, мы в основном работаем все в Телеграме, и я сутками нахожусь, и я, когда вижу, что там много сообщений, думаю, сейчас они запустили рубрику. Я буду стараться. Я когда не попадаю, я так прям нервничаю, что не то слово перевела. Но это зато здорово, это дает возможность усовершенствовать свои навыки. За это тоже большое спасибо всей команде вообще, Омуксузлек, которую вы ведете. Это вообще отдельного внимания. Надо вам какую-то премию Рунетта или что-то из этого разряда. Надо задуматься над этим тоже. А в целом нашему народу, всем нашим представителям хочу пожелать мира, огромного здоровья вообще всем близким и родным. И самое, наверное, такое важное проявление доброты во всех возможностях. То есть не ждать, пока вас попросят помочь или будут умолять об этом, а вот действительно в нужное время быть в нужном месте и помогать людям. И верить, что бумеранг добра существует, что он обязательно вернется к вам, а не кому-то десятому. Вот. И очень важно, чтобы каждого представителя нашей нации мы ценили, уделяли внимание их достижениям. Когда я пишу посты в Кумаке мира,
И у меня иногда наступают голодные периоды. Но многие СММщики меня поймут. Я, когда не нахожу информацию, у меня начинается паника, и приходится постить что-то не из разряда кумыки мира в лицах. Понимаете? Хотелось бы очень много рассказывать о кумыках. Я хочу попросить вас, особенно тех, которые так или иначе делают что-то полезное для общества, даже те, кто приходят вовремя на работу, уходят вовремя на работу и все выполняют в срок, это тоже полезность. Это не всем дано. Чтобы вы не молчали о себе. Или если вы знаете о таких людях, тоже не молчали о них. Потому что как-то мы столкнулись с такой ситуацией в добровольчестве, нам сказали, а у вас пост был? Мы сказали, ну, в ВКонтакте, говорит, на эту тему у вас пост был? Мы сказали, нет. Они сказали, если не было поста, значит, не было мероприятия. И мы в шоке такие. И после этого мы поняли, что нужно постить вот все наши мероприятия, все то, что мы делаем. И я поняла, что благодаря добрым новостям, которые мы реализуем в обществе, в массы, злых становится меньше новостей. Даже, знаете, в рекомендациях больше добрых новостей появляется, потому что мы постим добро. И я бы хотела, чтобы вы на это обратили внимание и свое время тратили на важное и нужное, на семью и на саморазвитие. Это очень важно. И, ну, я не знаю, вот англичане говорят очень важную такую пословицу, там не надо учить жизни, да, других, надо быть самому примером, а другие научатся. Вот это тоже из этого разряда я рекомендую вам всем. Саулук, Омир и, как мама сказала, Берлик. Вот чего не хватает, чего недостаточно, это вот единство. Поэтому очень хотелось бы, чтобы мы на это обращали внимание. Сейчас наши взрослые товарищи пытаются на эту тему работать, но что-то вот плохо получается, потому что мы молодые тоже не особо сильно, наверное, подключаемся. Поэтому я рекомендую всем нам объединиться, и таким образом мы сделаем еще больше полезного. Если вдруг я в каких-то вопросах буду полезна и могу внести какой-то вклад для того, чтобы сделать что-то полезное там для вас, для чего-то, для кого-то, я всегда буду рада этому, я всегда на связи, можете смело обращаться. Вот. Спасибо вам большое, что уделили мне столько внимания сегодня. Мне было крайне приятно. Айшат, тебе тоже спасибо большое. Я просто еще коротко хотел бы команду нашего проекта подчеркнуть. Да, у нас доверит всю историю с этой темой Ибрагим Махтибеков. Ему снимаю шляпу перед ним, потому что человек-оркестр, который вообще, кто его знает, кто с ним сталкивается, все понимают, что Ибрагим — это что-то вот неуемная энергия, сгусток энергии, который вот он, наверное, один человек проживает 10 жизней, наверное, вот уже в этой жизни. Это есть на самом деле так. У нас без Саида Атаевны Гамидовой тоже невозможно. Она ведет у нас Инстаграм. Она живет, вот смотри, у нас есть человек, она живет в Германии. И она тоже нам помогает постить публикации. И добровольно на это согласилась это делать. В то же время у человека вот, это отнимает. Арслан Хасанов, который в Осетии живет, тоже нам помогает очень сильно и так далее. С пруфридингом, то есть по корректировкой текстов и так далее. То есть здесь собрались люди тоже точно так же. Можно сказать, мы волонтеры народные, вот, и тоже волонтерствуем вовсю, как бы тратим свое время, потому что есть, наверное, это чувство, когда мы хотим оставить, как сказать, после себя какой-то след. Ты сказала, даже подчеркнула, что даже если вы что-то делаете, вовремя приходите на работу и вовремя уходите, это тоже прекрасно, сказала. Арслан в этот момент написал в группу, говорит, а что делать тем, кто до сих пор и сейчас работает? Говорю,
Обязательно нужно о вас написать, Арслан Заудиевич. Мы в команде, Арслан, не переживай, я в таких же условиях. Вот, Айшат, кстати говоря, тоже в данный момент находится в стенах своего ведомства и до сих пор на работе, поэтому я считаю, что нам нужно с вами завершить сегодняшний эфир. Встретимся в четверг в 20:30 на следующей неделе. Следующий гость будет какой, узнаете на следующей неделе. Все, спасибо большое, всем До хорошего. скорых встреч. Пока. Кечегиз, gününüz yaxshi bo'lsin. Thank you.